Северного Крыма. Орджоникидзе на связи. Вот. Едем сегодня в курортное. Сегодня у нас 26 июня, 26-й день лета. И мы направляемся в курортное. Есть мороженое с вафлями. Вот. Ветруганейший капец. Просто жесть. Просто капец. Какой ветер. Как будто сейчас сентябрь. Жарко, но ветер сильный. Но нам все равно, у нас кнопка турбо. Мы 38 шпарим. Да, нам ветер, не ветер, нам по барабану. Потому что если есть кнопка турбо, то на ветер наплевать. Так, ну что у нас? Сегодня плюс 30, море плюс 22 пока держится. Вот. Сегодня днем ездил в спортзал. Жим лежа сегодня 100 на 6. 3 подхода. И 82,5 на 12 раз. Но если на раз делать, думаю, килограмм, наверное, 120-125 я должен пожать на раз. Но у меня такой цели нет. Это я раньше жал на силу, на разы. А сейчас я в основном делаю 5-6 повторений, 8-10. То есть на разы прям не жму. Вот. Ну, там турник, подтягиваюсь. Потом трицепс делаю. Вот, собственно говоря, и все. Вот тут ветер меньше, а там прям капец задувал. Ну погнали по старой новой дороге. Да, дорога песня. Просто едешь в удовольствие, кайф. Они ее, правда, не закончили, но все равно. Главное, то асфальт по дороге положили, и все. Они не закончили обочину. Свернулись и все. Просто свернулись.
Сейчас доедем до любого поворота, а там свернем в горы. Супер. Сейчас выезжал где-то 28 было или 29. Но ветер у нас сегодня целый день ветер. Непонятно. Мерзавец ветер. Курортного Солженикидзе 30 километров, даже 31. Вот. 31 назад, ой, туда, 31 назад. Ну, получается там 62-63 километра. Вот такие делишки. Люди уже потихоньку начинают ехать больше. Уже чуть прибавляется. Везде по чуть-чуть. Но многие сейчас бронировали, вот многие в июне даже. Смотрят обстановочку. Ну, те, кто уже поехал, выставляют там фото, видео. И вот они смотрят, какая обстановка. Потом уже звонят, бронируют. Если раньше в основном бронировали в январе, в феврале, то сейчас в основном, наверное, бронируют в июне. Ну, в конце мая, в июне. Вот. Вот такие делишки. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я везу с собой кота и собаку тоже на моря, на моря. Время выехал с дому в 6. И вот когда выезжаешь с дому в 6, то как бы особо нету выбора, что прям куда-то можно рвануть. Ну вот именно если на велосипеде выезжаешь, то вариант либо поехать в Феодосию, либо в Курортное. И все. Потому что в Новый Свет, в Судак это дольше. Вот. На тропу Грина тоже дольше. Так что вот остается только 2 маршрута. Дальше Феодосии никуда не поедешь, потому что как бы там Приморское, Береговое, там по трассе надо ехать этой основной, там где все носятся. Вот. Не люблю я тут, на такие трассы выезжать, ехать, тем более сейчас, летом. Вот. Так что остается вот только вот эти направления: Феодосия и Курортная. Ну, можно еще за Курортное поехать, типа в Солнечную долину. Вариант еще вот такой вот.
Ну, типа там в какую-то там, в какой-то лесок свернуть и жахнуть. Но я предпочитаю больше, конечно, ездить там, где есть, где поесть есть, где есть перекусить. Ну вот, например, если на тропу Грина ехать, там прикольно, всю тропу проезжаешь и направо уходишь на звездопад воспоминаний, и когда едешь, там есть такая ранчо. Вот. Ранчо. Так, что мы тут? Где мы тут заезжали? Вот. Ранчо есть. И, короче, там в этом, на этом ранчо, там есть, ну, по-моему, называется парк Антилоп, что ли. И, короче, там есть кафешечка. Прям на вот территории. Там типа кофе, чай, мороженое, что-то там еще. Но я еще вот в июне не был. Это я в мае туда ездил. Вот. И потом на звездопаде воспоминаний там тоже кафешечка есть. Вот такие вот места два. Два таких места там, где можно что-нибудь попить, перекусить там. Ну, понятно, в курортном, на набережной магазины там. Сейчас чуть тише надо сделать. Вот. Поднимаемся тут в горы. Так можно было и по трассе жахнуть. Но я люблю больше по горам ездить, особенно если есть такая возможность, то почему бы и нет. Затащить в горы. Вот. Так что вот такие делишечки. Жарко. Я еще с рюкзаком. Не знаю, там в курортном ветер есть. Нету, но взял с собой поснимать. Фух. На тропу здоровья выехали. Никого? Не. А тут редко вообще кого можно встретить. Или не попадаешь, когда кто-то здесь ездит, или просто никто не ездит здесь. Ну, велосипедистов вообще очень редко встретишь местных. Ездят, но это они ездят, я же говорю, это надо именно, чтобы совпало время с тем, когда я еду. Ну, джип-туров, кстати, да, можно встретить чаще. Они же ездят по этим местам всем, возят туристов. Вот такая красота. Райзапс. Райзапс.
прохладненько, но по такой тропе ехать офигенно. По трассе понятно, скорость, все это, да, разогнался и попер. Но трасса это трасса, а вот такие дороги, да. Просто кайф для велосипеда горного. Погнали, погнали, погнали. Поменял перед выездом колодки передние, стерлись четырехпоршневые. Одна пара стоит на одно колесо 3000 аж, как на машину. А чё такая цена? Потому что типа для горного велика, типа ты ж по горам ездишь, а не по асфальту, а по горам другая совсем нагрузка, спуски, подъемы, все это. Ну, большинство спуски, да, чем подъемы. На подъемах ты особо не тормозишь. Вот, но все равно, блин, я не пойму, что такая цена, блин. Ну, 1500, да. Ну, 3000, блин, это капец. За один тормоз, два тормоза, 6000. Колодки, блин. Так, да. Нынче велосипед, блин, дороже, чем некоторые машины обслуживать. Ну, там диски тормозные, вот, колодки, что там еще, покрышки тоже стоят, как на машину, блин. Что там еще? Ну, это такое самое, да, основное. А так, в принципе, что еще? Ну, кассета, цепь, да, тоже цены, блин. Не дешевые. Ну ладно, погнали, тоже время 18:33. Пока доедем в курортное, да нам еще минут 40 ехать, 45. Ветер паршивец такой. Сейчас на Коктебеле будем ехать, тоже будет ветер встречный дуть по любасу.
Давай, КамАЗ, быстрей, газуй. Понятно, что там долго. Тяжеловес, блин. КамАЗ тяжеловес, а это 40-тонник, ну да. Он быстро ехать не будет. Еще, наверное, груженный. Еще и груженный. Капец. Да не, можно уже разгоняться. А, уступил дорогу, пылюган, капец. Поднял. Тяжеловес поехал. Страна Коктебель. Добро пожаловать в страну Коктебель. Еще КамАЗ едет навстречу. КамАЗ навстречу КамАЗу. Только этот 20-тонник, а то 40-тонник. Такие, да, мощные. Опа. Коктебель. Коктебель в этом году переживает свои не лучшие времена, скажем так.
Ну, погнали аккуратно дальше. Да что такое там? Закончился. Этот. Вот, смотровая вот там у нас любимая. Забыл, как это место называется. Ла-ла-ла-ла, ла-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 ла. О, на мотиках поехали кататься. Давай, братан, поднажми.
ладно, поехали. Может, за ними жахнуть? Интересно даже, куда они ездят кататься. Какой-то у них есть по-любому маршрут, который я не знаю еще. Подождите, меня надо было сказать, я с вами. Ну ладно, как-нибудь я к ним подъеду, узнаю у них их маршрут, куда они ездят. Ну, куда-то здесь, не сильно далеко. В районе Щебетовки, я так понимаю. Курортного, Щебетовки, где-то, я думаю, все-таки вот в этом районе. Вот. Ну, посмотрим. Как-нибудь в другой раз я там возле них стану. Узнаю, куда они ездят вообще. Ну, вообще, конечно, самому ехать, это с кем-то ехать, чтобы тебе показали. Вот. Потому что сам это такое, он какой летит гонщик. Сам, конечно, это такое. Ну, вообще можно искать самому маршруты. А что, блин? А вон они поехали. Направо вон. В эти горы, что ли, будут подниматься. А где тут дорога, что они свернули? А, там была. Раньше, ну да. Через виноградники. И погнали он наверх. Интересно. Куда эта дорога ведет? Может, это здесь начинается тропа Грина? А может быть и нет. Ну, как вариант, да. Потому что больше похоже на вот эти вот места. Там он лесок небольшой. Ну, это такое, да, это надо ехать и катать, смотреть. Так, то особо не поймешь, куда что. Да, надо какой-то найти мне новый еще маршрут. Вот. Какой-то новенький маршрут мне надо еще найти. О, хорошо здесь. Тенечек. Подъем, ну, самый такой здесь. А потом уже дальше спуски, ровная дорога. Да, в этом месте только такой подъемчик. Крутовастенький. Погнали. Тащим. 23 на подъем. О, пик подъема. Переключимся.
Собаки гавкают. Вот. Затащили на подъем. Еще летчик. Нет, тут понятно, дорога нормально, тут разогнаться как бы можно. Блин, кто-то паркуется, я хотел тоже стать здесь, попить водички. А он стал здесь. Давай езжай уже. О, едет. А че он тогда остановился? Вот сейчас в тенечке станем. Фух. Попьем водицы. О. Ой, хорошо. Фух. Ну, погнали дальше. Фух. Фух. О, аж легче стало. Когда водицы накатил с термоса. Сейчас термос с собой всегда вожу летом. Осенью, зимой, весной термос вожу, там чай горячий, а летом воду холодную. Так что термос на все случаи жизни. О. Не высохла еще местами.
набережная мне там не очень нравится. Вот виды там, да, обалденные. На горы, на море. А сама набережная, пляжи мне не очень нравится. Ну, хотя там один пляж у них есть нормальный, да. Это который не центральный, а вот дальше. Встречный ветер фигачит. И мы тоже фигачим с этим ветром. Эй, мамбо, Италия, эй, мамбо, Италия. Фу, да. Эй, мамбо, мамбо. Магазинчики всякие. Там СТО было. Наверное, все, которые в Щебетовке здесь живут, все, наверное, там ремонтируются. А что, больше негде? Только в Феодосию надо ехать. А до Феодосии далековатенько так ехать. Горавит, контарит. Что там сзади? Едут. Еще машина едет, еще машина едет. Все, свернем. Еще машина едет. Простите, мне сюда. О! Мамбо. И большой минус, конечно, здесь это дороги. Дорог здесь просто они в печальном состоянии. Они требуют капитального ремонта. Да, вообще вот во всех курортных местах, где курортный поселок, курортный город, туда приезжают отдыхающие со всей страны. Везде должны быть все чики-пики. Набережные, дороги. Ну, самое, конечно, основное это да. Это, дороги. Потому что ты по ним каждый день ездишь. По вот таким всем убитым дорогам, А потом уже набережная на втором месте, А дороги, да, это в первую очередь должны быть дороги, везде. Новые. Ну ничего, в следующем году
Я думаю, до курортного доберутся. Корова ходит, блин, по дороге, блин. Заблудилась, что ли? Или потеряла своего наставника. Да, наставник. Наставник запил. Ушел в запой. Наставник. Кемпинг. Что-то не видно, стоят машины, нет. Вроде стоят. Ну, мало еще, да, мало. Кстати, что-то я давно в Тихой бухте не был. Как там сейчас, интересно, с машинами. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ласка, белая березонька. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Все это стоят на дороге. Куда это они идут пешком? Вон, дорога на Лисью бухту. Вот туда ехать. Ну, получается, две дороги на Лисью бухту. Одна более пешая, для велосипедов, как у меня, и для мотоциклов, это которая там вот в курортном. Вот. А вторая дорога это вот это, она для всех, и для автомобилей. На машине можно спуститься в Лисью бухту, ну, подняться сначала, а потом спуститься. Вот.